Награда за достойный труд. Сегодня в Уфе чествовали лучших работников сельского хозяйства. 10 механизаторов получили ключи от внедорожников, а также сельчане со всех уголков республики получили госнаграды и звания. О людях, на которых держится село, Эльвира Имшанова. При входе в коровник она первым делом приветствует своих подопечных. Говорит, каждой буренке нужно найти свой подход. На ферме Зинаида Сухорева работает уже 40 лет, а в этом году удостоилась звания заслуженного работника сельского хозяйства. Вместе с ней сегодня чествуют механизаторов, трактористов, агрономов. Дмитрий Еловой, например, по образованию экономист, по профессии комбайнер. Говорит, что нашел свое призвание, а в этом году неожиданно поставил рекорд. Убрал 1300 гектар, занял первое место. Теперь на работу он будет ездить на новенькой Ниве. Заработал внедорожник всего за одно лето и студент аграрного университета. Айгиз Салямов в каникулы предпочитает работать в поле. Признается, труд тяжелый, но благородный. Без выходных работали, редко спали. 10 механизаторов по итогам завершившейся уборочной кампании награждены автомобилями. Ключи вручил руководитель региона. Ради Хабиров, обращаясь к аграриям, поблагодарил их за нелегкий труд. В этом году сельхозпроизводители собрали больше 3 миллионов тонн урожая. Республика заняла лидирующие позиции по объему продукции АПК. Но впереди выход на новые рынки сбыта и двукратное увеличение экспорта. У нас есть возможность поставлять за рубеж нашу брендовую продукцию из меда, мясных деликатесов, продукция халяль. Надо позиционировать Башкортостан как территория натуральной и экологически чистой продукции. Нужно совершенствовать подготовку востребованных специалистов, шире продвигать опыт успешных хозяйств, внедрять современные формы агробизнеса. А то, что успешных хозяйств в республике достаточно, Ради Хабиров убедился лично на выставке. Он попробовал на вкус местную продукцию, поговорил с фермерами, узнал первые итоги программы сельхозкооперации. Мы пришли в сельские поселения и спросили, чем вы хотите заниматься. Всего было 400 инициативных групп. 130 сдали документы к нам в сельхоз и 113 выиграли инициативную группу. Теперь они создали кооператив, мы из бюджета республики им перегоняем 3 миллиона на приобретение оборудования. Поддерживать субсидиями, льготами и госпрограммами аграриев будут и дальше. А еще создавать достойные условия в сельской местности, строить дороги, социальные объекты, поднимать медицину. Словом, создавать условия для людей, на которых держится село. Эльвира Имшанова, Ксения Симонова, Ильшат Казакулов и Рамзиль Мигранов. Вести, Башкортостан.